Уважаемый господин Чан Мин, рад приветствовать вас на гостеприимной кыргызской земле. Выражаю признательность за поддержку и участие в международном искусственном марафоне Шанхайской организации сотрудничества. Проведение подобных спортивных мероприятий вносит существенный вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между народами, а также в позиционировании ШОС на международной арене. Уважаемый господин Чан Мин, пожалуйста, я передаю вам слово. Уважаемый президент, благодарю вас за вновь пригласили меня поступить на эту землю и участвовать в искусственном марафоне, традиционные мероприятия под ШОС. И выражаю вам признательность за теплое гостеприимство для моих коллег. Я хорошо помню, что в прошлом году, в мае прошлого года, вы тоже здесь мне сказал, чтобы я приехал на искусственный марафон на следующий год. И мне очень приятно, что я исполнил свое слово. Искусственный марафон – это важное мероприятие в сфере гуманитарных обменов, в основном адресованные молодежи. И пользуется большой популярностью на международной арене спорта. Я тоже могу вполне почувствовать вашу заботу и вашу поддержку, адресованные этому мероприятию. Так что меня отрадно, что наконец мне получилось вовремя участвовать в этом важном мероприятии. И мне очень приятно, что вновь с моими старыми друзьями встретиться. Мы с министром уже неделю не встречались. А с господином Радбеком мы почти год не виделись. Уважаемый президент, я хочу коротко рассказать вам о работе секретариата в последнее время. В последнее время мы провели интенсивную работу для оказания председательствующейся стране в плане подготовки Нью-Дельского саммита. И на прошлой неделе саммит состоялся в городе Гоа. Господин министр тоже принял участие в саммите. И это мероприятие завершилось с полным успехом, что провел соответствующую подготовку к саммиту. Еще есть очень важное мероприятие, это СКБ, которое состоится в октябре этого года в Бишкеке. СКБ будет проходить под председательством Кыргызстана. Я тоже очень ожидаю выслушивать ваши важные мнения относительно подготовки к этому важному мероприятию. Еще очень важная работа для секретариата – это именно реализация важных решений глав государств на 2021 году в саммите и на 2022 году в Самаркандском саммите. Это именно совершенствование деятельности ШОС и совершенствование механизма противостояния вызовам и угрозам механизма безопасности ШОС. Пользуясь этим случаем, хочу от имени секретариата, а также от меня лично заверить вас, что мы будем делать все от нас зависящее для продвижения реализации решения глав государства и договоренности между нашими главами государств-членов ШОС. С этой целью хотел бы выслушивать ваши ориентации и ваши аргументации, оценки на деятельности и работу секретариата и ШОС в целом. Спасибо, уважаемый господин Чан Мин. ШОС занимает достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, стала важным фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития межгосударственных отношений. Кыргызская республика придает исключительно важное значение своему участию в ШОС и подтверждает готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с государствами, членами организации
по всем направлениям взаимодействия. Кыргызская республика, как один из учредителей, ведет активную работу по всему спектру деятельности ШОС, а также строго следует принципам Хартии ШОС, а также положениям других международных договоров и документов организации. Кыргызская сторона обоснованно и аргументированно продвигает такие весьма востребованные и важные предложения в рамках ШОС, в частности, в целях обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью. Необходимо завершить работу по учреждению Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. Кыргызская сторона проводит работу по организации консультаций межведомственных делегаций государств-членов ШОС по обсуждению вопросов создания Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. И 13-14 июня текущего года в городе Чолпан-Ата. Усиление совместных мер по обеспечению кибербезопасности, а также практической реализации принятых документов в области международной информационной безопасности. В качестве основных приоритетов сотрудничества в рамках ШОС рассматриваем практическую реализацию всех достигнутых договоренностей, а также подписанных документов. Усилить работу по расширению торгово-экономического сотрудничества, созданию благоприятных условий для развития взаимной торговли, развитию инвестиционного сотрудничества, продолжить процесс создания эффективных финансовых механизмов, в частности, речь идет о создании Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС в целях реализации экономических проектов. Продолжит совместную работу по улучшению качества перевозок всеми видами транспорта. В данном ключе видится весьма важным скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Укреплять и расширять культурно-гуманитарное сотрудничество между странами ШОС. В данной отрасли также принят ряд важных меморандумов, соглашений и программ для продвижения сотрудничества в области культуры, туризма, здравоохранения и взаимодействия в области молодежи, которые создают эффективную базу для укрепления взаимопонимания между народами. Уважаемый господин Чан Мин, в целях реализации решения Совета глав государств ШОС о совершенствовании деятельности ШОС, государства-члены ШОС начали проработку предложений по дальнейшему реформированию организации. С учетом этого кыргызская сторона также поддерживает данный процесс и считает важным внимательно изучить и совместно провести необходимую работу по комплексному усовершенствованию нашей организации. Выражаю надежду, что генеральный секретарь будет уделять особое внимание их продвижению. Уважаемый господин Чан Мин, пожалуйста, передаю вам слово, я хочу услышать ваше мнение. Спасибо вам большое, уважаемый президент, за высказанные слова, важные слова относительно сотрудничества в рамках ШОС в различных сферах. Я внимательно выслушивал и записал. Я полностью разделяю ваши оценки относительно сотрудничества и развития ШОС. Действительно, через почти 20 лет своего развития ШОС пользуется большой популярностью и влиянием на международной арене. Вчера перед отъездом сюда я в Пекине провел почти двухчасовую пресс-конференцию и ответил 18 вопросов. И я могу ощутить на этой пресс-конференции, что журналисты и корреспонденты всех стран также уделяют большое внимание развитию, расширению и модернизации ШОС. Я также очень высоко ценю
что Киргизстан под вашим руководством упорно стоит за солидарность и сплоченность и сотрудничество в рамках ШОС, активно участвует в различных программах и объектах ШОС и делает свою важную лепту для продвижения его развития. На сегодня наш мир переживает глубокие и сложные изменения. Это очень сказывается на пространстве ШОС, на все государства-члены нашей организации. И могу сказать, что сейчас мы оказались перед лицом новых вызовов, как новых вызовов, новых угроз, так и новых возможностей. И на фоне этого ШОС целесообразно подготовить себя, необходимо подготовить себя, чтобы превратить вызовы на возможности и шансы. 挑战化为机遇。